живая душа, мы помним героев России. Мы помним героев России. День Героев Отечества во Дворце культуры отмечают с особым размахом. В этом зале сегодня звучат только патриотические композиции. На сцене выступают звезды ингушской эстрады. Строчки своих песен они посвящают самым отважным и мужественным землякам. В песне говорится о мужестве наших героев, наших ребят. И я считаю, что это очень значимое событие для молодежи, для подрастающего поколения, так как мы должны гордиться нашими героями, и нам есть на кого равняться. Поэтому всех поздравляю. В центре всеобщего внимания и виновник торжества. В первых рядах тот, чье имя вошло в историю Ингушетии и всей страны. Абубукар Костоев звезду Героя России получил за мужество и профессионализм, проявленные в ходе спецоперации по обезвреживанию террориста-смертника, собиравшегося произвести подрыв начиненного взрывчаткой автомобиля в одном из людных мест Сунжинского района. Звезда нелегко дается. Каждый получает, рискует собственной жизнью. Многие получают посмертно. По воле Всевышнего я ее получил живым. О них будут помнить, и на них будет равняться молодежь. Герои, ставшие примером не только для подрастающего поколения, но и для своих коллег, родных и близких. С приветственным словом к собравшимся обратились и высокие лица. Нам есть чем гордиться. У нас есть герои. У нас есть подрастающее поколение, которое знает свою историю. И сегодня мы пришли, чтобы поздравить их. Я представляю правительство Республики Ингушетия. От имени всего правительства, от имени всех министерств и ведомств, от имени всех государственных служащих. Я сердечно поздравляю наших славных героев. Желаю им прежде всего здоровья, успехов, счастья их близких, благополучия близких, родственников. Будьте счастливы. Нет на свете высшего подвига, чем отдать жизнь свою, положить живот свой за други своя. Вот это, наверное, характеристика говорит о том, что подвиг имеет нравственные глубокие корни. А где эти корни? Корни эти здесь, вот в этом зале, на улице, в наших домах. Это наши дедушки, бабушки, прадедушки. Люди, которые вынесли тяжелейшие годы, но не сломившиеся, они сумели воспитать своих детей, своих внуков, воспитать вот то, что называется героизмом. С нескрываемым интересом и гордо поднятой головой на своих героев смотрят и воспитанники Горского кадетского корпуса. Каждый из этих ребят непременно будущий защитник Отечества. В совершении подвига нужно упорство, никогда не отчаиваться. Нужно мужество в том числе. Немыслимое мыслимо, невероятное вероятно. Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Свое мужество и героизм ингуши доказывали на всех фронтах и во все времена. Поминают всех участников Дикой дивизии, Великой Отечественной войны. А в зале может быть сидеть человек, например, из селения Галашки. А Галашки, наверное, вы прекрасно, наверное, осознаете, или большая зрительская аудитория, летчика-истребителя Великой Отечественной войны Костоева Шервани Устархановича. И если он действительно, даже именно в воспоминаниях немецко-фашистской армии, именно летчиков, гроза тумана, одно выражение, это единственный был летчик, который именно при тумане видел стопроцентно, где проходит танковая дивизия немецко-фашистской армии. И он уничтожал, и он свою награду не он получил, потому что при испытании нового вида самолета он взорвался в воздухе уже после окончания Великой Отечественной войны. Но спустя 50 лет эту награду смогли получить родственники, а самое главное – его сын. Эти люди покруче, чем голливудские звезды. Их знают, их помнят, ими гордятся. Работники музея краеведения имени Тугана Мальсагова устроили для посетителей выставку.
Их подвиг никогда не будет забыт, пока есть те, кто передает память о них из поколения в поколение. Возможно, со временем список героев Отечества из числа наших земляков вновь пополнится новыми именами. Зелимхан Калоев, Вадим Далаков, Новости 24.